У всех поклонников спорта, в частности смешанных боевых искусств, появился еще один повод для радости. Уходящий 2017 год дарит последний и одно из самых ярких спортивных зрелищ года. 16 декабря во Дворце спорта «Магаз» состоится большой бойцовский вечер «Битва в Назрани». Тренировочный процесс спортсменов подходит к своему пику. Мы отправились на базу бойцовского клуба «РЗ», чтобы пообщаться с главными участниками будущего спортивного действа. Организаторы турнира обещают невероятное по накалу страстей шоу. Мы видим, как эти парни ожесточенно действуют в бою, однако мало кто наблюдал их тренировки. Подготовка бойцов ММА правда впечатляет, как физическими нагрузками, так и множеством различных нюансов и тонкостей тренировочного процесса. Тренировки бойцов ММА выглядят сурово и брутально. Эти парни не любители всяких новомодных гаджетов и инновационных тренажеров. В этом плане их тренировки могут даже показаться простыми, но в действительности они тяжелейшие. Эти ребята делают упор на базовые упражнения, выполняют их пока есть силы. Ведь бой в ММА – это настоящая мясорубка, где необходимо вырубить своего соперника. Бойцам необходимо не только сбрасывать лишние килограммы, но и частенько их набирать. И это не редкость, ведь бойцы часто пробуют переходить в другие весовые категории. Причем иногда им приходится делать довольно резкие скачки. Можно долго держать один вес, а затем резко набирать или сбрасывать его. Я готовился хорошо, усердно, ездил на сборы в Грозном, почти месяц там побывал. И тут тренируюсь у нас дома, чувствую себя хорошо. Главное, без травм, все хорошо. С весом тоже все в порядке. Я обычно на 77 выступаю, сейчас на 84 решил на этот бой выступить для разнообразия. Что знаешь про своего соперника, про его тактику, технику? Как к нему именно готовишься? Соперник у меня должен был быть вообще другой, с Питера. Такой опытный боец Алексей Прокофьев, все знают его. Он с какой-то причины снялся из-за руки, сказали, что у него рука болит. Сейчас недавно поставили с Киргиза соперника, тоже он такой характерный боец, любительский, у него много боев, имеет опыт. Я акцент делаю обычно на борьбу, посмотрим бою. Если все получится так, как ты запланировал, дай Аллах, победу держишь, что дальше? Дальше добиться, еще больше тренироваться. Нам делают поддержку хорошо, это очень тоже помогает нам, еще сильнее хочется добиться результата. Дальше посмотрим, главное тренироваться, не лениться. По плану тренировки сегодня что? Сегодня у нас легкая тренировка. Последние дни уже смысла нету напрягаться, рубиться. На груше, на лапах, борьбу акцент делаем, ошибки исправляем. Это лучше, я думаю, уже последние дни. Этот вид единоборств относится к разряду универсальных. Именно поэтому он имеет название «смешанное единоборство». Самой сильной стороной ММА является то, что в него входит техника из различных видов единоборств. И отбор приемов проходит по самым строгим параметрам. Это максимальная эффективность в бою и нанесение максимального урона противнику. Именно поэтому на тренировках по миксфайту отрабатываются как борцовскую технику, удушающие приемы, броски и болевой контроль конечностей, так и ударную технику, в которой используется полный спектр всех видов ударов ногами, руками и коленями. Опытные бойцы миксфайт также имеют привилегию тренироваться в отдельной группе, и это обстоятельство влияет самым положительным образом в плане быстрого развития, поскольку в группе для опытных нет слабых новичков, на которых нужно отвлекаться тренеру. Это дает ряд преимуществ по тренировкам миксфайт. Продвинутая техника ММА и ведение боя, повышенный уровень общей физической подготовки, наличие сильных спарринг-партнеров. Успешное выступление бойца – это во многом заслуга его команды. Подготовка проходит активно. Что касаемо Хамзата Сакалова, он готов во всех аспектах, как и функционалка, так и ударной техники. Ну, больше акцент он делает на борьбу. Мы знаем, что Хамзат у нас как бы больше в борьбе он работает, именно свои бои проводит в борьбе.
функционально он готов, я думаю, на 100%. Также физически готов. Сейчас он подгоняет вес, осталось ему пару килограмм подогнать. Остальные ребята тоже, они хорошо готовились к этим боям. Ездили на сборы в Дагестан, в Беркут, в Грозный. Я думаю, ребята готовы на 100%. Думаю, бои будут интересными. Чтобы быть хорошим бойцом, необходима сила, скорость, выносливость, техника и концентрация. Для этого необходим качественный план силовых тренировок. С его помощью тело превращается в машину, которая способна выдавать пиковую мощность на высоких скоростях. Бойцовские навыки играют в поединке решающую роль. Однако, если не работать при этом со своей психологией, то можно проиграть заведомо слабому сопернику. Быть спокойным и рассудительным в бою – важнейшее качество. Тогда все навыки бойца приобретут максимальную эффективность. Не зря спортсмены частенько упоминают про чемпионскую психологию. ММА – очень опасный вид спортивных единоборств. Поэтому политика клуба RZ – это приоритет безопасности на тренировках. Особенно это касается новичков в таком боевом искусстве, как миксфайт. Бойцы прошли длительный кастинг и отборочные поединки. Главное для участников предстоящего турнира – это профессиональный рост. В этом году в марте месяце я выиграл один бой в битве на Зране. Сейчас у меня уже второй бой в этом году. Надеюсь, если покажу хороший зрелищный бой, это уже, как бы сказать, мне дает шанс уже выступать на турнирах челлендж уже повыше. Надо, главное, выступить достойно. Соперник у меня с Азербайджана, Фуат Алиев. База у него стойка. Довольно опытный, хороший спортсмен, возрастной, 28 лет ему. План на бой хочу со стойки. Сам я базовый боксер. Со стойки хочу попробовать провести бой. Но если не пойдет со стойки, постараюсь перевести в партер. Так, уже подготовка у нас закончилась. Основная работа сейчас подогнать вес правильно и хорошо подойти к бою. Мы сейчас уже физических нагрузок не делаем. Главное просто на тренировках сейчас потеть и просто повозиться в маленьких перчатках, все ближе уже к ММА. И все, вроде основная подготовка у нас закончилась, сборы прошли хорошо. Последние 3 недели готовились дома, спарринг-партнеры есть разные. Думаю, бои будут бескомпромиссные, биться будем до конца, а там уже на все воля Аллаха. Все, что зависит от нас, мы сделаем и зрелища, и победы. Бойцы бойцовского клуба RZ участвуют в соревнованиях не только по миксфайт, но и по другим различным смежным видам единоборств. Например, рукопашный бой, боевое самбо, кудо или греблинг. Выступление по смежным видам единоборств расширяет и обогащает боевой опыт, что очень полезно сказывается на развитии в миксфайте. Упорные тренировки – это хорошо, но и включать мозги бойцам приходится постоянно, ведь им необходимо изучать каждого соперника в мельчайших деталях. Это не просто бой, а еще и настоящая интеллектуальная схватка. Тактика имеет огромное влияние на ход поединка, когда боец знает о любых захватах и выходах соперника. Соперник якут, из Якутии, у него база борьба, вольная борьба. Подготовка идет, иншаллах, нормально, все потихоньку, весогонка, все. У меня сама база бокс, стойка. Я всегда сделаю акцент на вольную борьбу. Я хочу закончить этот бой первый или второй раунде. В Дагестане проходила подготовка месяц. Там были в Горице, клуб, который в Дагестане Малышкале. Я хочу дальше, иншаллах, сразу же через месяц бой провести, через 2 месяца, если Малышкале Магомед, федерация М1 президент. Если даст, на бой буду. 16 декабря в спорткомплексе «Магаз» зрители увидят большое шоу под эгидой компании M1 Global, очередной турнир по смешанным единоборствам «Дорога в М1». Нынешний турнир «Битва в Назране» будет включать в себя 17 боев с участием бойцов не только России, но и спортсменов с ближнего зарубежья. Организаторы обещают массу сюрпризов и что равнодушным никто не уйдет.